Селам алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгыл АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейр етесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Невбеттеке бір саат бұл студияда яйынымызға бағланacak ve teşrif buyuracak musafirlerinin biz Ukrayna rus тіллерінде сонки актуаль meselelerini laf etmege planlaştırdık. Siz de bizim yayınlarımızға erdayım hoşula bilesiniz. Ekranlarınızға rejissörlarımız telefon numaralarını taqdim eteler 067 63 46 130. Bizlerge Viber vasıtasıyla bedava şekilde koşulma imkanınız var. Ya da Skype adresimizni kullanınız. atr.tv buyurunuz bizlerge telefonu açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Anlayımız. Savaş şartlarında şüphesiz birçok tehlikeler olabilir fakat eğer ki telefon açmağa laf etmege ve ilahire sakıntılar mevcut olsa haberlerini bizlerge mesajla yollay bilesiniz. Biz bu haberlerini teyit etip yayınlarımızға да бережекміз. Добрый вечер, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. А следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 71-й день войны России против Украины. С нами сейчас на прямой связи військовый эксперт Институту Євроатлантичної співпраці пан Ігор Козій. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Ой, ліпше не надрукуйте. Я вас, на жаль, дуже погано чую, пане Ігорю. Давайте спробуємо. Я вас чую дуже добре. Так, доброго вечора. Я теж вас зараз дуже добре чую. Як шала? Пане Игорю, как на 71-й день войны России против Украины выглядит последняя карта боевых действий? Ви хочете узнати від мене, як вона виглядає, чи... Ви чуєте мене, пане Ігорю? Да. Так, я вас чую. Так. Ну, зрозумійте правильно, на сьогоднішній день, по великому рахунку, ми маємо різні речі, різні ситуації. Якщо на Харківщині війська вже, вибачте, проводять контратаки, принаймні на Ізюмському напрямку і Харківському напрямку, відтіснюючи фактично війська Російської Федерації до кордонів, то, наприклад, що стосується Херсонської області, Миколаївської області, то за звільненням 3 населених пунктів і з питанням Донецької, Луганської області ясно, що ми бачимо фактично спробу Російської Федерації атакувати нас саме в цьому регіоні, в цьому районі. Але зрозумійте правильно, що Збройні сили України роблять свої завдання, вони проводять чудово, на мій погляд, оборонну операцію, і фактично ми розуміємо, що для проведення більш широкомасштабних дій нам необхідно по великому рахунку мати більш потужніше озброєння і готовність використовувати цього озброєння саме на тих напрямках, які більше всього загрозує нам. Ну, если мы говорим о деоккупации новооккупированных территорий южной части материка и проведения контрнаступательной операции, какое вооружение нам сейчас остро необходимо для этого? Зрозумійте правильно, то що всі артилерійські системи, особливо реактивні системи залпового вогню, яке виробляється американським оборонно-промисловим комплексом, вони вкрай необхідні сьогодні Збройним силам України для проведення вогневої підтримки тих наступальних операцій, які можуть бути заплановані чи можуть проводитись в тім або в іншому регіоні. Тут питання ж полягає в тому, що оперативна ситуація може змінюватися, і головнокомандувач, він може робити абсолютно в цьому питанні свій вибір і адекватний. Я розумію, що для нашої аудиторії дуже важливо розглядати саме ті напрямки, які пов'язані з Кримом. Повірте мені, все робиться необхідне задля того, щоб в першу чергу витиснити ті підрозділи частини 7-ї десантно-штурмової дивізії, якщо я не помиляюсь, 29-ї десантно-штурмової бригади за
межі Дніпра. І, по суті справи, сьогодні, слава Богу, було більш-менш локалізовано все це дійство. І ясно, що за цим будуть якісь впроваджувати наступні кроки. Але разом зрозумійте правильно, загальна картина на тому чи іншому операційному напрямку, вона може тоді суттєво змінюватись, коли по великому рахунку основний ресурс в Збройних силах України буде поповнювати, він буде сформований саме для проведення наступальних операцій, і саме тут нам необхідна дійсно велика допомога з боку не тільки Сполучених Штатів, але й Туреччини. Ми з вами чітко розуміємо, що той сучасний засіб, який сьогодні спільно створюється Україною і Турцією, в окремих випадках він приносить не просто вражаючі результати, серйозні результати. Тому однозначно, я думаю, що будуть робитись певні висновки, будуть робитись певне планування, щоб в подальшому і звільняти ті райони, які наближені до Криму, і в подальшому розглядати інші питання. Ну, а что относительно самого Крыма, самого полуострова, пане Игорю? Сейчас очень много разговоров относительно того, каким образом деоккупировать полуостров. Исключительно военным путем при успешной контрнаступательной операции, либо вопрос Крыма должен решаться, как об этом говорили на протяжении последних 8 лет, исключительно политико-дипломатическим путем. Как вы видите деоккупацию полуострова Крым? Зрозумійте правильно, що любе оперативне прогнозування чи оперативне втручання в дії, чи, знаєте, проба висвітлити ту чи іншу картину, вона сьогодні не буде йти на користь загальному успіху. Я вам можу тільки сказати одне, то що Збройні сили України, вони планують різні варіанти і різні підходи в цьому питанні. І однозначно основне завдання їх – це не здавати території, як це було в 2014 році, а саме обороняти і звільняти окуповані території. Яким чином це буде відбуватися? Це цілком і повністю відповідальність саме главкома Збройних сил України. І я думаю, що втручання, чи, знаєте, такі з боку військових експертів недолугі іноді прогнози, вони можуть просто скожити загальної картини. Але повірте, Крим – це територія України. І Україна однозначно буде робити все можливе і неможливе задля того, щоб її звільнити. Мы с вами еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, ее активные фазы войны против нас, тогда она началась в 2014-м еще, много обсуждали и говорили о военном потенциале России, о вероятности ее вторжения и так далее. Вот уже 71 день Украина героически сопротивляется российскому фашизму. Какой вам за эти больше чем 2 месяца показалась российская армия? Ну, давайте почнемо з того, що я ніколи не перебільшував можливості російської армії. Але ми чітко повинні розуміти, що є їхній певний ресурс. На жаль, корупція, а може на щастя корупція, вона штовхнулася Збройних сил Російської Федерації в повному масштабі. І ми це бачимо. Ми бачимо навіть те, що окремих наших зрадників і зрадниць пробують ставити на фоні Рахункової палати і, вибачте, змушувати їх, будемо казати, робити ті чи інші заяви. Я маю на увазі Рахункової палати Російської Федерації. Да, я розумію. Знаєте, я би іноді був би радий, якщо б відповідні речі робились і тут в Україні, тому що витрачання, нецільове витрачання чи витрачання коштів незрозуміло на що, дуже сильно зашкодили цій державі, і держава після війни повинна врешті-решт запитати. Що стосується, будемо казати, міцності Російської Федерації, ну ми бачимо, що сьогодні фактично Російська Федерація повинна мобілізувати майже все
що у неї є під рукою, крім власної території. Там вона може проводити спроби прихованої мобілізації, але ми бачимо, що вже підіймається опір з боку, вибачте, військовослужбовців, які вдруге не хочуть їхати на Україну. Вони розуміють, що тут їх чекає на загиб. Тому, знаєте, я би сказав би тут так. Так, дійсно, 12 500 не танків, а танкових корпусів в Російської Федерації було. Да? Десь 10% майже, ми наближаємось до 10% того, щоб знищити цих танків. Ну, подивимось, що далі зможе спроможня Російська Федерація робити. Але і Україна не повинна стояти на місці і однозначно повинна в своєму оснащенні здобувати ті сили і засоби, сучасні, підкреслюю, сили і засоби, які дозволили б ще більш ефективно знищувати ту біологічну масу, яка рухається в сторону України, і ті, вибачте, металеві корпуси, які керуються цією біологічною масою. Тому тут є над чим підпрацювати. Я розумію, що не все так легко, як ми кажемо, але ми повинні чітко розуміти, що не треба боятися Російської Федерації. Так, в неї велика і багата територія, але сила, саме сила духу, яка є українських вояків, сила того народу, який захищає власну територію, значно потужніша, ніж розміри тієї території, з якою ми маємо справу. Этой силой и духом сегодня восхищается весь мир, и в частности восхищаются защитниками Мариуполя, которые продолжают находиться там, на территории промзоны Азовсталь. В блокаде вчера утром российским оккупантам, как сообщили СМИ, а также потом подтвердили в офисе президента, российским оккупантам удалось прорваться на территорию завода. И тем не менее украинские защитники продолжают сопротивление. Есть ли шансы деблокады Маріуполя? Знаєте, не треба казати ті речі, які, на мій погляд, не виправдали, чи навпаки були б виправдані з точки зору застосування сили засобів. Повірте мені, сьогодні Генеральний штаб опікується цим завданням як завдання номер 1. Ясно, що для того провести потужну операцію на цьому напрямку треба зібрати потужну зброю. Це в першу чергу. Тому ще раз кажу, ми повинні, в тому числі і кримсько-татарське суспільство, звертатися до тих держав, які можуть надавати нам цю зброю. І робиться дуже багато. Ми знаємо навіть, що втратили свої посади ті, вибачте, представники Міністерства закордонних справ, які не виконують ці завдання за призначенням. Ми бачимо, що сьогодні пробують серйозно співпрацювати в галузі, будемо казати, освоєння цих новітніх озброєнь, Збройні сили України і волонтери, колишні військовослужбовці Сполучених Штатів Америки і в тому числі інших країн. Але зрозумійте правильно, ми повинні чітко і швидко аналізувати ті проблеми, які сьогодні існують, і швидко їх ліквідовувати, тому що іншого часу у нас, на жаль, може не бути. І нам тому вкрай потрібно серйозно здоровий глузд, здоровий менеджмент з точки зору, щоб, знаєте, Міністерство оборони, крім гасел, робило ті практичні кроки, що стосуються і логістичного забезпечення, і шляхів постачання, і, будемо казати, питань, пов'язаних з перетинами тих чи інших пунктів пропуску, і питань, пов'язаних з підготовкою
фахівців той чи іншої галузі із медичною підготовкою. От я вам просто для прикладу привожу один, знаєте, такий факт, як, наприклад, що за стандартами НАТО в силах спеціальних операцій повинно бути на 15 людей 2 медики. Ми сьогодні маємо тільки на 50 людей одного. Тому є над чим працювати і Міністерство оборони, і є над чим сьогодні працювати і іншим структурам, які наближені до політичних сфер, таких як Кабінет міністрів України, Верховна Рада і Президент України як Верховний Головнокомандувач. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсаголно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці. А поки ми чекаємо Рифата Чубарова, голову Меджлису крымско-татарского народу. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и на экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо по Скайпу, либо отправляйте СМС-сообщениями на Вайбер, либо на Скайп ваши вопросы, которые мы озвучим в нашем эфире гостям. А также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайки. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей увидят программы Первого крымско-татарского. С паном Игорем Козием говорили про Мариуполь. Сегодня заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар обратился к главнокомандующему Украины, а также к международному сообществу с призывом помочь эвакуировать раненых украинских военных и гражданских с территории промзоны Азовсталь. С нами сейчас на прямой связи председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, селям алейкум. Алейкум селям. Вы наверняка также видели последнее обращение замкомандира полка Азов, позывной «Калина», с призывом эвакуировать людей с Мариуполя. Обратился он как к президенту Украины, так и к международному сообществу. Услышат ли Мариуполь? Понимаете, конечно, очень многие стороны услышат, начиная от президента Украины, от генералов украинских, общество украинское. Но весь вопрос в том, те, которые окружили сейчас полностью и нагнали туда несметное количество своих солдат, вот позволят ли они сделать коридор? У меня здесь большие сомнения. Очень многие политики международной организации, включающие ООН, генеральный секретарь ООН Гутерриш разговаривал с Путиным. Несколько дней назад у нас была встреча с турецкой делегацией. Да, Ибраимом Калыным, да. И который возглавлял Ибраим Калын, один из самых близких к Эрдогану, президенту Эрдогану людей. И основная часть нашей беседы шла о том, чтобы как помочь в эвакуации и защитников, в том числе раненых и гражданское население. Вот в тот вечер, когда несколько дней назад мы на эту тему говорили, была, ну, если не уверенность, то была договоренность о том, что коридор сделают для гражданских и раненых солдат. И тогда уже в этой беседе некоторые из нас выразили сомнение, что Путин пойдет на то, чтобы отпустить раненых солдат. Для него, для Путина, убийцы, международного преступника, очень важно перед 9 мая или на 9 мая, когда он выползет на трибуну, на мавзолей, на Красной площади, для него очень важно предстать победителем. А какой ценой? Сколько крови он пролил? Как-то для них этого вопроса нет. Поэтому я очень хочу надеяться, что вот считанные часы
что-то решится с защитниками Мариуполя. Но я пока не знаю, насколько вот такое наше ожидание оправдается. Мне сегодня звонили родственники. Знаете, это очень тяжело, когда ты не видишь глаз, лица, но ты в каждом слове чувствуешь боль. И ко мне обратились с тем, чтобы мы поддержали, я в частности, своими призывами те акции, которые проводят родственники, в том числе в Запорожье, по-моему, завтра будут проводить. Но в условиях войны, насколько такие методы эффективные, но я не стал это объяснять родственникам, потому что для родственников все самое главное, чтобы спасти своего сына или отца, или брата. Там есть очень много трагических таких семейных ситуаций. У кого-то ребенок родился, он еще его не видел. Кто-то должен был жениться, началась война. Но, в общем, каждый солдат — это отдельная, каждый защитник Мариуполя, из тех, которые сейчас там, на Азовстале, это просто отдельная такая жизненная история, очень яркая и в то же время очень трагическая. А кто может, на ваш взгляд, повлиять на Путина? Потому что если мы говорим о западных чиновниках, политиках, то там уже практически у России с Европейским Союзом, Соединенные Штаты, Британия, там никаких дипломатических отношений не осталось. Но тем не менее, если мы говорим о Турецкой республике, то Эрдоган так или иначе разговаривает по телефону с Путиным. Они там для туристов новые маршруты создают, к санкциям не присоединяются. Неужели Эрдоган не может повлиять в этом вопросе на Путина? Насколько я понял, при последнем разговоре именно про Мариуполь со стороны Кремля прозвучало раненые и гражданские. Но, как мы видим, гражданских лиц тоже ведь буквально по капле отпускают каждый день. Раненых вообще разговор не стоит. С Москвой невозможно говорить. Даже там, где они по каким-то причинам как бы дают слово, они его не выполняют. Но пока вот я слушал ваш вопрос, кто бы мог бы еще, но я бы, если бы была такая возможность, но у меня ее нету, я не знаю у кого, но она есть у президента Украины, может быть, он позвонил бы папе Римскому, который собирается поехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным. И, может быть, папа Римский сказал бы: отпусти людей, как знак доброй воли, чтобы я мог приехать. То есть поставил бы условия. Это даже не условие. Одарить людей, да не одарить, просто не убивать людей, чтобы папа Римский мог поехать в Москву, мне кажется, это очень не то что богоугодное дело, это то, что лежит в основе каждой религии. Я не знаю, с какими глазами и совестью поедет папа Римский после того, когда защитники Мариуполя Путиным будут уничтожены, а он поедет в Москву, чтобы с ним встречаться и здороваться за руку. Вообще себе не представляю. Так они ж, видите, видимо, Мариуполь готовят к некому параду. Они там зачистку территории производят, передвижные крематории привезли и кремируют своих даже солдат, которые умерли, гражданских, которые они же убили. То есть там они реально готовятся к проведению какого-то парада, насколько я понимаю. Да, они отменили парады в Донецке и Луганске. Замечу, что все 8 лет с момента утраты контроля правительства Украины над этими городами, по большому счету, оккупации российскими войсками, потому что все эти бандитские формирования так называемых ДНР, ЛНР, это за ними стоят российские офицеры и российские спецслужбы. Все время эти парады проводились на 9 мая. В этот раз их отменили, аргументировав тем, что, мол, могут быть обстрелы. Но Мариуполь решили сделать. Они все силы кинули в Мариуполь. Я не знаю, какие там будут такие имитации.
но то, что там будет много такого, знаете, артистичного, я в этом не сомневаюсь. Ну, уже есть там этот Соловьев же приехал в Мариуполь, видели? Нет, это приехали передовой отряд таких пропагандистов, Соловьев, потом приехали функционеры партии «Единая Россия», приехал Сергей Кириенко, я не помню его сейчас должность, но я думаю, что он есть глава администрации президента России, как минимум заместитель. Помните этот киндер-сюрприз, когда-то был председателем правительства России, и при нем был дефолт очень сильный, и его тогда назвали киндер-сюрпризом. Человек, который, казалось бы, вышел из либерального такого лагеря, он сегодня стал просто прямой тенью диктатора, такой фашистующий молодчик. И вчера он, и функционеры партии «Единая Россия» вчера обходили, видимо, те местности, где будут проводиться вот эти парады, а несколько дней назад, по-моему, 2 дня назад, они там вручали уже и ордена за освобождение Мариуполя. У них все, но вот в том алгоритме, чтобы на 9 мая попытаться все это показать как величайшую победу. Но я хочу сказать, что после того, что они сделали с Мариуполем, все, как бы те, которые, в силу своих личных историй, там дед воевал, отец воевал, я имею в виду Вторую мировую войну, блокада Ленинграда. Вот после блокады и вот той трагедии, которая сейчас разворачивается в Мариуполе с защитниками Азовстали, Мариуполя, собственно, я думаю, что все могут забыть уже слово «блокада Ленинграда». Все это теперь будет оттенено вот этой трагедией Мариуполя. И все будут забывать о том, что были, в общем-то, объективные нацисты, фашисты. Сегодня есть уже фашисты наших времен, 21-го столетия. Я не думаю, что какие-то ближайшие времена, там, десятилетия, столетия, кто-то перебьет и отнимет у них это такое мрачное звание, качество, состояние. Вот вы упомянули российских пропагандистов, и вот что вас хотела спросить. Считаете ли вы виноватым российский народ? Это 140 миллионов населения Российской Федерации, часть из которых, возможно, оболванена просто пропагандой, которую ведут вышеперечисленные вами люди, пропагандисты, а часть из которых которые верят там Путину или просто не хочет вмешиваться, моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот эти люди виноваты в том, что происходит в Украине? Мы, я имею в виду крымские татары, и вы тоже крымская татарка, наш народ пережил очень страшную трагедию в 20 столетии, депортация, насильственное удержание в местах высылки почти что полстолетия, полвека. И в это время чужие люди заселили наш дом, они переименовали все наши названия, снесли все то, что напоминало бы им о крымских татарах, о мусульманах, о нашей истории. Переписали, кстати, всю нашу историю. А для того, чтобы им было удобно жить, они обвинили нас в том, что мы, как народ, были виноваты. И поэтому Сталин нас выслал. И многие из них говорили правильно выслал. Есть люди, которые в коллективной вине обвиняют украинцев или евреев. Недавно это сделал министр-террорист Лавров, обвинив самих евреев в том, что с ними случилась такая катастрофа, как Холокост. Я это говорю к тому, что когда кто-то пытается наказать народ целый и делает это на основе
обвинение целостного народа, то все это оборачивается такими вот катастрофами, которые пережили мы, евреи, украинцы, да, многие. Но есть моральная ответственность. Вот то, что сейчас происходит на территории Украины, когда именно российские солдаты убивают беззащитных людей, а российские военнослужащие, находясь на безопасном расстоянии в Каспийском ли море, в Черном море или на территории оккупированного ими Крыма, они обстреливают ракетами жилые дома, города, поселки Украины, и вся Россия молчит, я могу говорить о моральной ответственности народа. Моральный, потому что они ничего не говорят своему правительству. За исключением несколько десятков человек, я имею в виду из тех, которые живут в России. И тем не менее, мы же не будем наказывать русских или башкиров, или удмуртов после того, когда Россия капитулирует. Просто мы поставим им такие условия, чтобы они больше не оказывались в таких ситуациях, чтобы они больше не приводили убийц к власти, а если бы привели, чтобы они могли, как украинцы, находить механизмы их замены. У нас не было убийств во власти, но у нас были те, которые не соблюдали законы Украины, которые поощряли коррупцию, которые хотели постоянно избираться путем манипуляций, махинаций с счетными комиссиями. И украинский народ очень, легко нельзя сказать, но очень успешно поправлял свою власть. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы российский народ тоже сделал бы в этой ситуации, когда их дети убивают нас. Ведь проблема не в том, что кто-то кому-то по отношению к кому-то плохо поступил, а проблема в том, что они это их дети, их мужья, их родственники, их друзья убивают нас за то, что мы хотим жить так, как определили в соответствии с своими законами демократическим большинством, а они говорят, нет, это неправильно. И вот в этом плане российское общество несет моральную ответственность. Многие говорят, и в частности в Главном управлении разведки Министерства обороны, что Путин 9 мая объявит о мобилизации. И здесь мы разговариваем на эту тему с многими военными аналитиками. Они говорят, что да, с одной стороны, это для нас не очень хорошо, потому что сюда отправят еще больше пушечного мяса. Но ведь с другой стороны, это может ухудшить внутриполитическое, социальное положение в самой Российской Федерации, потому что это коснется лично вот тех, которые просто сидели на диванах и там кричали «Россия, вперед, дави Украину» и так далее. А как вы думаете? Мобилизация ухудшит положение России или нет? Но здесь, конечно, Путин избегает мобилизации, всеобщей мобилизации, потому что всеобщая мобилизация обязательно вызовет какие-то внутренние процессы в российском обществе. И поэтому, если он решится объявить всеобщую мобилизацию, то, соответственно, думаю, что синхронизирует это свое решение другими действиями для того, чтобы усилить контроль за российским обществом. Но и поэтому на какой-то период, может быть, первые месяцы самой вот этой мобилизации, призовут пока там где-то недели 2-3 их там где-то формально их чему-то как будто бы научат, а на самом деле из них просто сформируют пушечное мясо и бросят против снова же Украины. И, конечно, это приведет к ожесточению
военного столкновения. Это будет ожесточение, но через уже некоторое время российское общество увидит результаты трагические для него, потому что это уже будут больший охвачен круг людей, чьи дети или мужья погибнут. И, конечно, это может, но я еще раз хочу сказать, что Кремль, если решится объявить всеобщую мобилизацию, он максимально усилит механизмы контроля над обществом. А в российском обществе сейчас нет таких харизматических людей, которые могли бы повести за собой людей, ищущих выхода из этой ситуации. Часть из них сидит по тюрьмам, но подавляющая часть, они покинули Россию, они выехали за рубеж. И поэтому мне трудно пока сказать, как быстро общество российское, как бы протрезвеет вследствие вот тех утрат, которые будут нести российские семьи после всеобщей мобилизации. Но в любом случае ситуация внутри России тоже загострится, в этом нет сомнений. Продолжает ли Россия призыв граждан Украины, которые проживают на территории временно оккупированного полуострова, в ряды своей армии? Да, она делает, Россия, во-первых, продолжает весенний призыв, хотя они говорят о том, что срочной службы военнослужащих не направляют в те части, которые принимают участие в войне. Это мы говорим войне, но они же, не забывайте, все время говорят специальные военные операции. Вот. И поэтому но всегда есть опасность привлечения против их воли тех людей, которых призывают в армию, потому что есть тысячи способов, как убедить, заставить, соблазнить этих молодых ребят подписать сразу же после призыва, или через какое-то короткое время, месяц-два, контракт о службе по контракту. Они так делают. И тогда эти молодые ребята сразу переходят в группу участников боевых действий. Других каких-то сейчас в последнее время, случаев, чтобы призывали бы на учение уже отслуживших, к нам не поступало. Но постоянно идет так называемая сверка документов. Повестками вызывают военные комиссариаты, как будто бы сверяют документы и при этом очень усиленно обрабатывают на подписание контракта. Если, может быть, вы видели или ваши телезрители сегодня видели сюжеты, да, они могли здесь не видеть, я смотрел это их по некоторым российским каналам, они сегодня отправляли очередную партию так называемых добровольцев. Сейчас в Грозном, на территории, которая контролируется полностью Рамзаном Кадыровым, я хотел сказать Чечни или Ичкерии, но язык не поднимается, это территория подвластная Рамзану Кадырова. По-моему, я не помню в каком городе, может быть даже в Грозном, они сделали такой перевалочный пункт, называют его местом подготовки добровольцев. Со всей России туда съезжаются добровольцы, как они говорят. Но это уже действительно не первый выпуск. И каждую неделю 200 человек, экипированных каким-то образом, чему-то хотя бы, если не обученных, то ознакомленных, их отправляют на войну против Украины. Я почему об этом так рассказываю долго? Я обратил внимание, что диктор, захлебываясь от радости, говорил о том, что каждый из тех, перед тем, как отправиться в Украину, может получить наличными 350 тысяч или на карточку ему отправить 350 тысяч. А потом, продолжает диктор, каждый месяц Министерство обороны России будет ему платить $53 в эквиваленте рублях.
Вот такая одна из форм, скажем так, набора добровольцев на войну. Это только один из регионов. А как много из Крыма, по вашим данным, уж согласилось на эти $53? Честно говоря, мы не обладаем такими цифрами, и просто они не поддаются вот как-то выяснению. Ну, во-первых, российская оккупационная власть в Крыму, а в целом Министерство обороны России, они все это, конечно, засекречивают. Вот то, что такие центры, про которые я рассказывал, подготовки так называемых добровольцев, ну, на самом деле это контрактники, да, видите, 250 тысяч сразу, и потом по 53 тысячи, плюс они там же подписывают какие-то документы, связанные с какой-то страховкой, там, бесплатными похоронами при случае убийства и тому подобное. Вот. Таких центров много по всей территории России. И там 200, там 200, там 200. То есть они пытаются сейчас высасывать без всеобщей мобилизации, но такое физически способное бегать, падать, воевать мужское население. Но как только вот этот источник у них иссякнет, или эта форма перестанет как бы быть эффективной, вот тогда им останется, наверное, только лишь всеобщая мобилизация. Поэтому данные они сейчас очень скрывают, и по Крыму мы не можем сказать, но мы отслеживаем такое явление, как похороны, когда хоронят погибших местных жителей, тобто крымских, на этой российско-украинской войне, ну тогда, в общем, как бы отдают формально им вот дань их солдатской там деятельности, и люди сразу замечают, что эти похороны связаны с убитым человеком на войне вот на территории Украины. Есть? И таких похорон, в общем, в каждом большом населенном пункте, ну, ежедневно они происходят. 1, 2, 3, они происходят в каждом населенном. По Херсону какая последняя информация? Продолжаются ли на новооккупированных территориях южной части материка репрессии в отношении коренного народа Крыма, крымских татар и граждан Украины? У нас сегодня 20:30 по киевскому времени будет онлайн такой сайт-ивент в рамках сессии постоянного форума по коренным народам ООН. И мы это делаем Меджлис крымского народа, Крымско-татарский ресурсный центр, постоянное представительство Украины при ООН, посол Кислиця. И там будут выступления. Я очень ожидаю, что некоторые выступления будут посвящены как раз и репрессиям, нарушениям прав человека и целенаправленным репрессиям против представителей коренного крымского народа на новооккупированных территориях, в частности, в Херсонской области, да, и в Запорожье тоже. Но здесь речь, конечно, идет не только о крымских татарах, речь идет о целой группе большой граждан Украины, которые попадают в категорию тех людей, что обозначены русскими оккупантами как лица, что должны быть как минимум профилактированы, а скорее всего они должны быть задержаны, опрошены. Это участники боевых событий, участники АТО 2014 и последующие годы. Это члены семей военнослужащих вооруженных сил Украины, это гражданские активисты. Если мы говорим о Геническом районе, о Херсоне, о Запорожской области, то это еще члены местных меджлисов, потому что у нас там есть, честно, в Херсонской области местные меджлисы,
здесь их преследование продолжается. Мы не можем проверить, что происходит в 17-м училище города Геническа. Вчерашний один звонок меня очень встревожил, но мы не можем проверить. Этим звонком сообщалось то, что люди замечали несколько раз машины крытые выезжали из этого училища и направлялись в морг. То есть как будто бы отвозили мертвых людей. Мы-то знаем все, что в 17-м училище там нижние этажи переоборудованы в такие камеры, незаконно все это, и там содержат тех, кого насильно похитили, а таких уже более 100 человек вот в этом оккупированном регионе, или тех, кого туда привезли, и день-два их там пытают, допрашивают, кого отпускают, кого отвозят в Симферополь, и, возможно, там были смертные случаи. Факту оккупанты устроили в подвале гимназии пыточную? Я правильно вас поняла? Там профтехучилище. Ага. Да, они там устроили камеры содержания, то есть незаконно. Они устроили камеры содержания. Они туда привозят тех, кого задерживают, опять же незаконно, допрашивают, опрашивают, кого-то пытают, кого-то содержат несколько дней, кого-то потом переправляют в Симферополь, а кого-то потом как бы отпускают. У нас есть какие-то механизмы влияния на эти бесчинства оккупантов? Что мы можем делать? Ну, у меня завтра будет, я пока не буду говорить, я надеюсь, что эта встреча состоится, будет с представителями Совета Европы, с помощниками одного из комиссаров Совета Европы. Мы будем обсуждать этот вопрос, но вы же знаете, у меня здесь особых надежд нет, потому что делегация Российской Федерации, ее полномочия были, я сейчас не помню, приостановлена или она была исключена после вот этого вторжения или перед этим. Да, Россия сказала, что она покидает, по-моему, так все это было. То есть реальных механизмов для того, чтобы попытаться... Но у нас есть несколько организаций, которые могут направить миссии. Это ООН. И в Украине есть миссия по соблюдению прав человека в Украине. Она давно здесь, 2014 года. Ее сотрудники могли бы поехать и посмотреть. Но их туда не пустят, разумеется. Есть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, но последний раз их сотрудников арестовали, и, я не знаю, избили или нет, но, по крайней мере, с ними очень нехорошо обошлись на территории одной из этих самопровозглашенных республик, ДНР или ЛНР. Вот эти организации ОБСЕ и ООН могли бы направить туда своих наблюдателей, но их туда никто не пустит. Россия остается членом ОБСЕ, Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Там Гутерриш говорит, что пока он не видит механизмов и путей исключения России из Совета Безопасности ООН. Но здесь дело такое, я не то, что хочу сейчас какими-то такими юридическими натяжками, тем более я абсолютно не специалист в этой области, но я очень в последнее время прислушиваюсь к аргументам постоянного представителя Украины в ОБСЕ, в ООН, Сергея Кислицы. Он выступает практически на каждом заседании с одним утверждением. Российская Федерация незаконно занимает место в Совете Безопасности, и вообще она не оформила свое членство как государство в Организации Объединенных Наций, что государством, которое и было соучредителем, сооснователем этой организации, и которая потом имела и членство, и получила статус постоянного члена Совета Безопасности, был СССР. И когда СССР развалился,
Россия как бы по факту заняла это место. Но если сегодня, как говорит наш посол, а это абсолютная правда, открыть и посмотреть все документы, вы нигде не найдете словосочетания по-русски, да, Российская Федерация, везде будет СССР. И поэтому, считает наш посол при ООН, Россия должна пройти процедуру вступления в членство ООН, ну и потом, если захочет, членство Совета Безопасности. В общем-то, это очевидная вещь, она абсолютно юридически выдержанная, абсолютно чистая, но здесь необходима политическая даже не воля, а смелость многих государств, членов ООН и в первую очередь генерального секретаря, потому что генеральный секретарь по своей должности мог бы, по крайней мере, синициировать рассмотрение этого вопроса по представлению украинской стороны. Но он пока это, Гутерриш, я имею в виду, не инициирует, потому что, видимо, это тоже связано с определенными ультиматумами, такими непубличными со стороны России. Çok sağ olunuz, Рифат ага. Я надеюсь, что мы уже увидимся завтра. В это же время продолжим наш эфир на родном крымско-татарском языке. Teşekkürler. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам самые последние и актуальные новости. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Муждабаев, не пропустите, будет интересно. Курышкенча.